Здравствуйте. У нас сегодня на разборе, очень смелая, я бы даже сказала, провокационная работа. Это «Туркестан. Невидимая колония и путь к капиталу» Сапара Ыклыма. Здравствуйте. И главный тезис там, если совсем коротко, но он просто взрывает мозг. Автор говорит, что Туркестан– это не просто какой-то постколониальный регион. Да, что это до сих пор, прямо сейчас, в 21 веке. Невидимая колония. Именно так. И тут, мне кажется, важно сразу уточнить. Речь ведь не о флагах или формальной независимости. Нет, конечно. Речь о глубокой экономической управленческой системе, которая, по мнению автора, практически не изменилась в современной империи. Она просто мимикрировала. Вот об этой системе мы сегодня и поговорим. Как она устроена, почему регион, где живет 81 миллион человек и где колоссальные запасы нефти, газа, урана, золота, Всего чего угодно. остается бедным. И какой выход предлагает автор? Давайте попробуем в этом разобраться. Давайте. Итак, в основе всего лежит то, что автор называет системой наместников. Звучит, конечно, очень исторически. Что это такое? Но это, по сути, ключ ко всему анализу. Это такая модель управления, когда огромная территория контролируется из очень далекого центра. Через назначенца. Да, через чиновника, который не избран местными и им не подотчетен. Автор считает, что все началось еще в 1731 году, когда младший Жус принял российское подданство. Но это же было давно. Да, но ключевые точки — это 1820-е, когда убрали выборность ханов. А потом, в 67-м, создали туркестанское генерал-губернаторство. И вот тогда система и закрепилась. Именно. Вся власть, военная, гражданская, судебная, оказалась в руках одного человека. Назначенного из Петербурга. И его главная задача была какая? Обеспечивать лояльность и поток ресурсов в центр. Точно. Хорошо, с имперским периодом более-менее ясно, но ведь потом пришла советская власть, которая строила абсолютно новое общество. Автор говорит, что она только укрепила эту модель и даже использует такую фразу, что регион перескочил капитализм. Да, и это не просто метафора. Советская власть, по сути, довела эту систему наместников до абсолюта. Во-первых, что они сделали? Полностью ликвидировали частную собственность. То есть экономическую основу независимости. Совершенно верно. Но было и кое-что пострашнее. И автор на этом делает особый акцент. Это физическое уничтожение старых элит. Кого именно? Родовых лидеров, духовенства, купцов, предпринимателей, интеллигенцию. Всех, кто был носителем какой-то независимой традиции. Автор называет это обнулением институциональной памяти. То есть уничтожили не просто людей, а сами навыки самоуправления, торговли, которые складывались веками. Вот-вот. И на это пустое место пришла номенклатура, новая элита, которая была полностью зависима от Москвы, назначалась из Москвы и отчитывалась только перед Москвой. Логика та же самая. Абсолютно. Регион — источник ресурсов, которым управляют назначенные менеджеры. Просто идеология сменилась с имперской на коммунистическую. И вот мы подходим к самому, наверное, провокационному тезису. 91 год. Независимость. А система, как утверждает автор, не изменилась. Как это вообще возможно? Он говорит, что это инерция институтов. И выделяет несколько столпов, на которых все держится. Но главный, самый фундаментальный — это земля. Земля. Да. Ни в одной стране региона так и не ввели полноценную частную собственность на землю. Она по-прежнему принадлежит государству. А почему это так критически важно? Ну, смотри. В рыночной экономике земля — это главный актив. Его можно использовать как залог для получения кредита. А нет частной собственности? Нет залога. Нет залога, нет доступа к длинным и дешевым деньгам. То есть к капиталу. И фермер не может расшириться, предприниматель построить завод. Именно. Богатство буквально лежит под ногами, но его нельзя превратить в работающий капитал. Это мертвый капитал, как называл его экономист Эрнандо де Сото. То есть, получается, ключевой актив земля остался в руках государства, как и 150 лет назад. А что наверху, с властью? А наверху, по этой логике, модель просто воспроизвелась. Президенты заняли место генерал-губернаторов или первых секретарей. Это та же вертикальная, централизованная власть. Неподотчетное обществу. Да. И экономика, как следствие, осталась сырьевой. Вывоз ресурсов с минимальной переработкой. Система просто надела новые флаги. Хорошо, а давайте теперь поговорим о масштабах.
о масштабах этого мертвого капитала. В тексте есть цифры, и они, честно говоря, ошеломляют. Да, они просто не укладываются в голове. Вот, например, по Казахстану доказанные запасы нефти – это больше 30 миллиардов баррелей. 30 миллиардов, если просто умножить, ну, скажем, на $50 за баррель, это же $1,5 триллиона. Да, 1,5 триллиона. И это, я подчеркну, только нефть. Только в одной стране. Невероятно. А ведь Казахстан еще и мировой лидер по добыче урана. Узбекистан в десятке по запасам золота. Туркменистан Газ. Гигантские запасы. 4-й в мире. А еще есть гидроэнергетика в Кыргызстане и Таджикистане. Транзитный потенциал. Солнце. Там совокупное богатство измеряется многими-многими триллионами. И вот на фоне всего этого главный парадокс. Миллионы граждан этих богатейших стран уезжают на заработки, часто на самую тяжелую работу. Автор называет это не выбором, а следствием. Прямым следствием системы. Такой формой скрытой эксплуатации. Но как? Куда уходят все эти триллионы от ресурсов? И вот здесь мы подходим к самому ядру анализа. К конкретному механизму, который все это объясняет. Это налоги. Точнее, налоги на добычу полезных ископаемых. Да. И это, пожалуй, самый шокирующий факт в этой работе. В странах Туркестана налоги на добычу нефти, газа, золота, урана в среднем всего 10-20%. Подождите, 10-20? А для сравнения? А для сравнения, в Норвегии, которую все ставят в пример, совокупная налоговая ставка 78%. В Саудовской Аравии – 86%. В Эмиратах – до 85%. То есть страны Туркестана добровольно отдают компаниям 80-90% всех денег от ресурсов? Да. Автор прямо называет это добровольным отказом от богатства. Но это же звучит абсурдно. Зачем? В чем логика местных элит, по мнению автора? А это и есть прямое проявление той самой логики и системы наместников. Наместник не думает о национальном богатстве. Его задача – обеспечить процесс добычи и получить свой процент за управление. То есть, если налоги высокие, деньги идут в бюджет, они прозрачные, их надо как-то распределять. Именно. А когда налоги низкие, сверхприбыль остается у компаний, и оттуда ее гораздо проще перенаправить в нужные карманы через бонусы, дивиденды или просто коррупцию. Деньги идут мимо казны, а значит, мимо населения. Точно. Дальше в работе идет, такое довольно жесткое и прямолинейное сравнение будущего. Будущего Туркестана и России. И прогноз там, надо сказать, очень неожиданный. Да, это, пожалуй, самая контринтуитивная часть анализа. Россия там описывается как страна, которая, скажем так, прошла свой пик. Стагнация, сокращение населения, деградация институтов. Да. А Туркестан, наоборот, представлен как регион, который еще даже не начал подниматься. Но это очень смелое заявление. Россия – огромная экономика, ядерная держава. А Туркестан – это группа развивающихся стран. На чем строится такой прогноз? На двух фундаментальных долгосрочных факторах. Первый – это демография. В Туркестане молодое растущее население. Это рынок, это рабочие руки, это динамика. В России обратная картина. Демографический кризис. Да. И второе, главное, это плотность и разнообразие ресурсов. Россия – это в основном нефть и газ, а Туркестан – это вся таблица Менделеева, плюс география, плюс климат для зеленой энергетики. То есть вывод автора в том, что при правильных реформах регион просто обречен обогнать своего соседа? Да. Он пишет, что Россия – это богатое прошлое, а Туркестан – это потенциально богатое будущее. Хорошо, диагноз понятен, потенциал тоже. Что делать? В тексте есть четкий план, который автор называет институциональной деколонизацией. Да, это по сути пошаговый демонтаж системы наместников. План из 5 ключевых реформ. Давайте по порядку. Первое – введение полноценной частной собственности на землю, чтобы запустить механизм капитализации. Чтобы и мертвый капитал стал живым. Именно. Второе – поднять налоги на добычу ресурсов до норвежского уровня. 70-80%, чтобы вернуть ренту в бюджет. Сначала создать капитал, потом наполнить бюджет. Логично. Третье. Эти доходы направить в суверенный фонд будущих поколений. Опять же, как в Норвегии. Чтобы богатство работало на всех, а не только на тех, кто живет сейчас. А четвертый шаг? Он, наверное, самый сложный. Да. Обеспечение реальной независимости судов, чтобы защитить собственность и контракты. Без этого все остальное не имеет смысла. И пятое.
А пятое, на основе всего этого запустить новую индустриализацию, уже ориентированную не на вывоз сырья, а на его глубокую переработку внутри страны. То есть это буквально разворот на 180 градусов. От логики наместников к логике граждан. Да. От экономики извлечения к экономике созидания. Итак, мы разобрали эту, надо сказать, мощную и очень неудобную концепцию, идею о том, что Туркестан — это невидимая колония, где огромные богатства не становятся капиталом из-за старой системы управления, унаследованной из прошлого. Да. И главный вывод, мне кажется, в том, что история, конечно, бросает длинную тень, но она не приговор. Эта система ведь не что-то вечное. Она создана людьми. Именно. А значит, людьми же может быть и изменена. Потенциал у региона огромен, но он просто заперт за институциональными барьерами, которые вполне можно убрать. Пути довольно едко проходятся по популярной сегодня риторике великого Турана, идеи единого тюркского мира. Он называет это клубом маскированных наместников, которые имитируют интеграцию, не проводя реальных реформ. И это заставляет задуматься вот о чем. Как часто громкие слова о национальном величии, особом пути или возрождении служат лишь красивым фасадом, за которым скрываются очень простые и циничные экономические структуры, которые и мешают настоящему развитию.